Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вас ждет и что с вами случится за 72 часа. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени мысленно либо вслух, так и спросите, что меня ждет и что случится в моей жизни за 72 часа. И пусть нужная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, вы с кем-то обниматься будете. Здесь объятия, причем очень много счастья ваше сердце испытает. У кого-то это любовная встреча, да, встретитесь с любимым, либо пойдете на свидание с тем, кто вам нравится. Очень хорошо проведете время, будете обнимать друг друга, будете наслаждаться друг другом. У кого-то, например, дружеская встреча. Встретитесь с дорогим и любимым другом, либо подругой. У кого-то это родственные объятия, да, может быть, любимый родственник приедет, либо вы поедете к любимому родственнику, а может быть, просто случайная встреча произойдет. Вам так будет приятно, вам будет очень тепло, и вот правда в сердечке у вас прям радость, и эта радость вам надолго запомнится. Классная встреча, либо классное время, которое вы можете провести вместе. А вот здесь показано, что вы на какой-то лисичке прям сверху сидите, и лисичка вас катает. Ну, лисичка — это хитрый человек, это мошенник, это какой-то, вот знаете, хитрец. Вам удастся на этом человеке прям покататься, может быть, заставить этого человека поработать на себя, либо принудить каким-то образом этого человека что-то для вас сделать. Но вы сидите сверху, и эта лисичка вас покорно везет. Хороший момент. Дальше, мои хорошие, вот здесь показана морковка. Но морковка очень глубоко в землю вросла. И чтобы вытащить эту морковку, нужно будет потратить гораздо больше времени, чем вы, например, себе думаете, либо вам сказано. Морковка, да, это результат вашей работы, ваших трудов. Также морковкой могут показать какую-то награду. Чтобы получить награду, нужно будет постараться. И постараться больше, чем обычно. Вам помощники здесь не нужны. Все, что вам поможет, это упорство и труд. И, как известно, они все перетрут. Вы эту морковку все-таки выкопаете. Больше времени, чем рассчитывали. Может быть, вы рассчитывали за час получить результат, но придется потратить несколько часов, либо несколько суток придется потратить. Главное, не сдавайтесь, не нервничайте и продолжайте делать свое дело, и морковочка будет у вас. Еще, мои хорошие, здесь показан момент. Женщина растерянная, в слезах, знаете, как будто бы руками глаза закрыла, лицо закрыла. Рядом с этой женщиной лежит сломанная, как, не знаю, сабля, что ли, нож, сабля, меч. Женщина, которая вас задевала, женщина, которая вас колола этой саблей, либо этим мечом. Колола, может быть, какие-то болезненные высказывания были в ваш адрес, может быть, какие-то обвинения. Может быть, в принципе, да, она против вас подстрекала людей. Поломанная, сабля поломанная, она вот стоит и лицо закрыла руками, горько плачет. Все, больше она ничего сделать не может. Как будто бы вся ее сила была в этом мече, либо в этой сабле. И теперь она беспомощна, в беспомощном состоянии, очень боится последствий. То есть последствия, которые вы можете ей устроить. То есть сейчас вы можете с нее спросить, вы можете призвать ее к ответу, вы можете на нее заявление написать. Вот, она этого очень боится. Говорит: бедная я несчастная, горемыка, и кто меня теперь защитит? Но если бы ты была нормальным человеком и не лезла, куда тебя не просят, то ничего бы и не было. Знаете, как будто бы ее судьба, ее жизнь, ее будущее теперь в ваших руках. И от того, что вы решите, так оно и будет. Простите, значит, все у нее будет хорошо. Решите ее привлечь, значит, все у нее будет плохо.
общем, меч сломался, все, теперь она уже ничего не может сделать. Дальше, мои хорошие, в ближайшие 72 часа у вас состоится очень важный разговор. Именно важный разговор. С кем вы будете говорить, я не могу сказать. Это может быть и мужчина, и женщина. Это может быть кто-то свой родной и близкий, а может быть какое-то казенное лицо, либо человек, который может сыграть в вашей жизни очень важную роль. Разговор мне идет достаточно напряженный, потому что вам придется этого человека убедить. Может быть, человек изначально не захочет говорить, либо не захочет вас услышать, не захочет принять вашу позицию. И вам придется действительно уговаривать. Здесь вам потребуются все ваши сильные качества. Умение вести диалог, умение мотивировать, умение объяснить. Да, вот прям придется вам, конечно, превзойти самого себя, либо саму себя. Но оно того стоит. Пусть не сразу, пусть не с легкостью, но вы человека склоняете на свою сторону. Тяжелый разговор, либо тяжелые переговоры, но у вас получится, чаши весов склоняются на вашу сторону. То есть вы все-таки сможете убедить. Главное, не отступайте, опять же, как вот с морковкой, да, не сдаваться, не отступать, не психовать, не нервничать. Идти до конца, идти напролом. Тогда все будет хорошо. Дальше какие-то новости идут в вашу жизнь. Причем новости, птицы очень низко летят. Низко и со спины. То есть этих новостей вы совершенно не ждете. И эти новости для вас будут как снег на голову, да, среди лета. Что-то такое происходит, от чего вы будете немножко и удивлены, и шокированы, и даже какие-то переживания могут пойти. Ну, что есть, то я вам и сказала. У кого-то еще наравне со всем перечисленным может пойти очень такое сильное удивление и даже какой-то немножко шок. Ну, вот такие новости летят. О ком, о чем не могу сказать. Вы все слишком разные. Дальше показан мужчина. Мужчина запускает маленькую ракету, и ракета летит не вверх, а как будто бы влево летит, да, в бок, в сторону летит. Либо это будет попытка, и мужчина, возможно, как тренировка, да, попытка-тренировка. А может быть, мужчина добьется какого-то странного результата, на который вообще не рассчитывал и об этом не думал. То есть, в принципе, летит же, да, пусть и отклонилась от курса, но все равно летит. Обычно ракетами показывают исполнение мечты, исполнение желания, достижение желаемой цели. Ну вот влево полетела, ну вот такой у нее как курс, да, такой курс она взяла. Под таким углом она летит. Это неплохо, скорее это как неожиданность. Вот, мужчина, если хотите прям четко добиться своего, несколько дней подождите, либо подождите новолуния. Вот в новолуние попробуйте. То есть сдаваться нельзя, опускать руки нельзя. Ну, это была всего лишь тренировка, допустим, так. Еще, мои хорошие, ревность. Вот я вижу, что вы кого-то ревновали. Ну, либо какие-то были моменты сомнительные, подозрительные, и вот прям ревность у вас шла. Может, ревновали там, не знаю, мужа, парня. Ну, кого-то вы ревновали. И я вижу, что вы себя сможете взять в руки, и тот, кого вы ревновали, вам прям докажет, что я не изменяю, я никем не интересуюсь, вообще в помине нет. Будет человек очень убедительный, человек будет говорить правду, и вы действительно поверите. Избавитесь от этого выжигающего и беспокоящего вас чувства ревности. Прям, знаете, полегчает, вам полегчает. Дальше показано, что вы какое-то место посетите. Ну, место такое, знаете, я не могу сказать, что оно хорошее, не могу сказать, что оно плохое. Скорее всего, как новое, да, новое место, незнакомое вам место. У вас какое-то двоякое ощущение. С одной стороны, что-то понравится, что-то, наоборот, очень не понравится. Но вам тут желательно высказать свое намерение. То есть сказать, что вот, будут лучшие варианты, либо будут лучше там возможности, вы меня обязательно зовите. На сегодня, скорее всего, нет. А вот если в будущем что-то будет, там оставьте свои координаты, оставьте свои контакты. Вот мне идет, что место на самом деле хорошее. Но то, что вам в том месте будет предлагаться, либо тот выбор, который есть, да, на сегодняшний день, он не совсем вам подходит, и вы как бы,
это понимаете, да, возможно, человек, который вам предлагает, понимать. Я вижу, что вы как-то должны договориться о будущем. Вот в будущем будет что-то хорошее однозначно, даже не просто хорошее, а шикарное. А сейчас вы должны заявить о своих намерениях, что да, я хочу, но мне нужно нечто другое. Да, если у вас будут другие варианты возможности, вот тогда вы меня зовите. Допустим, вам могут предлагать работу. Вы приходите в шикарный офис, очень солидная крупная компания, но вот должность, которую вам предлагают, это не совсем ваша. Вы говорите, ну, честно, да, вот честно говорю, мне очень хочется у вас работать, я там знаю, что у вас авторитет, фирма крутая, но должность мне не подходит, я как бы на другое претендую. Вот вам мои координаты, если у вас будут вакансии, пожалуйста, со мной свяжитесь. Люди скажут, да, спасибо за честность, мы сами видим по вашему резюме, что вы птица высокого полета, да, мы обязательно с вами свяжемся. Во-первых, вы себе сразу плюсик заработаете, потому что вы говорите честно. А во-вторых, действительно, вы хороший претендент, кандидат на получение должности. И люди, действительно, куда-нибудь там вас запишут, запомнят. И в следующий раз, да, либо в будущем, когда будет хорошая вакансия, вам подходящая, обязательно с вами свяжутся. Возможно, даже не будут размещать эту вакансию, сразу напрямую с вами свяжутся, скажут, выходите к нам работать. То же самое может касаться, допустим, каких-то там, не знаю, моментов, там, покупки, продажи, аренды. То есть вы посмотрите, и как бы это не ваше. Вы это честно говорите, человек говорит, о, отлично, спасибо за честность, я буду иметь в виду. И действительно будет иметь в виду, и в следующий раз, вот в будущем, когда будет хороший вариант, с вами свяжется. Дальше, мои хорошие. Вот здесь вы как будто бы через какой-то забор перелазите. Забор невысокий, но тем не менее он есть. И вы через него перелазите, потому что других вариантов нет. И вы не можете ждать, вы не можете терпеть. То есть у вас не хватает терпения для того, чтобы найти лазейку в этом заборе. Либо у вас нет времени ждать, пока там, не знаю, дверь, калитка откроется. Вот, вы будете перелазить. Мне вот идет, что какие-то люди будут потешаться над вами, критиковать вас за это, за то, что вы не можете терпеть, за то, что вы ведете себя достаточно дерзко. Да? Но с другой стороны, смеется тот, кто смеется последний. А последним будете смеяться, крайний, да, будете смеяться вы. То, что вы сделали, перелезли, да, вы, во-первых, показали свои намерения, во-вторых, вы первый достигнете своей цели. А вот эти вот хохотуны, они будут последними, они будут до старости ждать, пока там дырка в заборе появится. То есть вы молодец, вы рискнете, вы дерзнете, и вы окажетесь правы. Вот, все окупится. И не думайте, пусть критиканы смеются, вы, главное, достигнете цели, либо получите желаемое. Дальше вы узнаете, что какой-то человек от вас скрывает какую-то возможность. Мне вообще идет, что это женщина, которая не особо честно себя ведет, не особо честно поступает. То есть она вам может рассказывать, что вот я такая крутая, я так много зарабатываю, либо у меня такой любовник щедрый, отказа у меня нет. А на самом деле окажется, что она ходит, не знаю, побирается. Не побирается в прямом смысле слова, а, допустим, ходит в какие-то организации, подается там на субсидии, на матпомощь, может быть, там, не знаю, там где-то в каких-то фондах там что-то напросила себе, нацыганила. Но при этом она себя подает, как будто бы я крутая. То есть получается, вот как я вижу, да, ей эти возможности не особо положены, но она ими пользуется. От вас это она скрывает, причем прикрывается своей крутизной. А на самом деле она побирашка. Вот так мне идет. Она сразу в ваших глазах вес потеряет. Вот вы на нее смотрите и думаете, вот теперь ты для меня пустое место. Если раньше я как-то еще там, как-то верила тебе, да, либо считала, что ты умная, молодец, так хорошо в жизни устроилась, теперь я все про тебя знаю. Да, вообще вам даже как-то общаться с ней не захочется. Столько много вранья было, столько много хвастовства было. На самом деле вот все вот так кажется. Может быть, это ваша соседка, может, какая-то родственница, может, подруга какая-то. Все выяснится. Причем выяснится от третьего человека. Третий человек вам все это расскажет. Так, еще вижу у вас рыбок. Рыбки мелкие.
рыбки плавают у ваших ног. Ну, деньги получите. Либо вы идете к тому, чтобы получить свои деньги. Допустим, вам нужно будет куда-то поехать, чтобы обналичить, например, деньги, либо получить деньги, либо, может, чек какой-то получить банковский. Вот. У кого-то еще отыграется как предложение подработки. Вот куда-то поехать подработать и получить живую монету. Так мне идет. Здесь деньги в ногах у вас крутятся. И также, возможно, не за 72 часа, а может, там за 75 часов, да, вы деньги получите, потому что деньги в ногах. Дальше, мои хорошие, кто-то будет заниматься собой, там, уход домашний, может быть, профессиональный уход, там, косметолог, стилист, массаж, что спа, может быть, в принципе, какие-то оздоровительные процедуры. Вот занимайтесь собой и время на это тратите. Вас кто-то за это может критиковать. Допустим, у кого-то муж такой оголделый скажет: вот, это вместо того, чтобы борщи варить, там, стирать, убирать и гладить, ты вот собой занимаешься, да, в спа пошла. Вот как тебе не совестно? А у кого-то, например, свекровь может вписаться и сказать: вот, ты тут сидишь, масочки разложила, а у тебя там, не знаю, там паутинка где-то, вот она нашла паутинку у вас. То есть человек критикует. Критикует, потому что завидно, и критикует, потому что человек хочет за ваш счет самоутвердиться. Вы, мои хорошие, все делаете правильно. Конечно, нужно собой заниматься. Конечно, нужно уделять время себе. Это очень важно. А вот эти борщи, эти паутинки, они никуда не денутся. Да? Они в лес не убегут, и кушать они не попросят. Все, занимайтесь собой, ни на кого не обращайте внимания. Здесь, как, знаете, язвительные уколы могут быть в вашу сторону. Вы никак не реагируйте, игнорируйте, и все будет нормально. Так, еще я вижу, что вы каким-то случайным образом, совершенно случайно, какую-то правду страшную узнаете. Эта правда касается вашего прошлого. Правда, которая от вас была очень тщательно скрыта. И я вижу, что вы очень долго себя в чем-то винили. Допустим, вы могли себя винить в том, что у вас разлад произошел, и, например, там отношения рухнули. Вы могли себя винить, что вы вот там чего-то не добились, да, либо что-то сделали не так. Это чувство вины вы очень долго на себе несли. И это прям не давало вам покоя, давило на вашу нервную систему и подрывало вашу самооценку. А тут вы случайным образом правду узнаете. Либо кто-то проболтается, либо вы какие-то документы, письма найдете, либо с вами кто-то свяжется, кто в курсе всех этих событий, у человека там совесть замучила, и человек решит вам рассказать. Сказать, что вы ахнете, ничего не сказать. Но с другой стороны, после этого горького привкуса правды у вас идет освобождение. Вы наконец-таки станете спать лучше, вы перестанете об этом думать, вы перестанете винить себя. Мне идет, что вы стали жертвой каких-то не очень честных, приличных и добрых людей. То есть эти люди там сговорились и, например, испортили вам личную жизнь, испортили вам отношения, подпортили вам биографию, подпортили вам репутацию, отговорили вас специально от чего-то, либо, в принципе, вас обманули. Да, обманули. Может быть, вы там поступить хотели куда-то в ВУЗ, вам пришли документы о зачислении, а эти люди скрыли. Понимаете, такое могло быть. А вы думаете, что ответа не получила, значит, я ничего не сдала. Либо очень низкий балл, там, например, получила. Может, это приглашение на работу было, да? Там, допустим, в семье не хотели вас отпускать, либо переживали за вас и скрыли от вас это приглашение. Может, человек вас какой-то разыскивал, хотел вас найти, там, не знаю, в любви признаться, замуж позвать. А ваши родственники, либо какие-то там подруги скрыли, потому что завидовали и ревновали. Понимаете, как раскроется. Вы чувствуете облегчение. Конечно, вы будете разгневаны. Захочется этих людей, которые обманули, либо причастны, захочется очень строго спросить, но уже это все пройдено, да, что вы сейчас услышите? Люди скажут: да, это было, да, были неправы, да, там так и сяк, считали, что так верно. Уже ничего назад не вернешь. Главное, что вы перестанете винить себя, и вам легче станет. Это главный посыл, который я здесь вижу. Так, и еще какой-то человек в горах заблудился и громко будет звать на помощь, прям кричать: караул, спасите, помогите.
Человек, я так понимаю, не в первый раз заблудился, и, возможно, вы уже там раз 100 человека спасали. В этот раз вы скажете нет, вы скажете так: с меня хватит, я умываю руки, и ты постоянно надеешься на меня. Может, ты специально допускаешь эти ошибки, потому что вот прям уверена, что я приду тебя спасать. Возможно, вам даже некогда будет заниматься проблемами этого человека, и вы так махнете рукой и скажете так: выпутывайся сам, либо сама выпутывайся. И человек, конечно, обидится, он такого не ждет. Даже высказывать вам будет, какая вы плохая, либо какой вы плохой. А вам уже все равно. Вас это уже не занимает и не трогает. Так, кому-то вы будете писать, тщательно будете подбирать слова. Какое-то важное послание, важное смс, либо важное письмо, там, письменное обращение, может, заявка какая-то. Подбирайте слова, но я вот вижу, что основную мысль вы таки вложите. Причем вложите очень дипломатично и лаконично. То есть вас поймут, вас даже лучше, чем поймут, да, вот прям донесете. И еще мне идет, что по поводу этого заявления, либо этой смс-ки, письма, вам скорый ответ придет. И приблизительно то, на что вы рассчитывали. Вот. Так что вы молодец. Еще, мои хорошие, за 72 часа кому-то сон приснится. Может быть, в эти сутки, может, в следующие сутки. Сон, который вам предскажет, либо ответит на какой-то ваш злободневный вопрос. То, о чем вы постоянно думаете, за что переживаете. Вам приснится сон как видение будущего, либо как ответ на ваш вопрос. Постарайтесь запомнить, либо постарайтесь правильно трактовать. Также, мои хорошие, показано, что у кого-то на погоду, на перемену в погоде, скорее всего, будут ножки болеть. Да? Кто метеозависимый, ножки могут крутить, выкручивая, да, вот не по себе вам будет. Это не потому, что вы много ходили, это не потому, что у вас там соль, либо воды много пили. Это именно на погоду. То есть погода может быть прекрасной, солнечной. Вот, у вас ножки крутят, и вы думаете: да что ж такое, да? Вот, а буквально там в коротком времени очень резко поменяется погода. Там, не знаю, дождь пойдет, либо похолодание будет. На погоду. Мне идет на погоду. Ну, у кого это проблема на постоянке, я думаю, вы знаете, что делать, как себе помочь. Так, еще какой-то больной человек показан, очень больной. Я бы даже сказала, заразный. Ну, тут что-то вот как инфекция, вирус, инфекция. И человек, так, знаете, спокойненько, вольготненько приближается, без маски, без предупреждения, да, вот прям по внешнему виду, ну, понятно, что человек заболел. Человек начнет говорить, что ну нет ничего страшного, либо это аллергия, не верьте, подальше держитесь от этого человека, иначе потом все заболеете и будете болеть в семье, в доме. То есть человек заразит вас, вы придете домой, принесете, да, и все, с кем вы там в доме находитесь, тоже могут заболеть. Вы можете этого избежать, вы должны это избежать. Не надо вот этих широких жестов. Если человек болен, пусть сидит дома и лечится. Если человек не может сидеть дома, лечиться, там работать надо, маска, да, есть маска. Вот, можно дистанцию держать. Ну, видите, человек считает, что это нормально заразить всех вокруг. Да, держитесь подальше. Так, еще я вижу, что вы что-то будете копать. Ну, копать, наверное, либо в прямом смысле, да, может быть, у вас сад, огород, и вы будете там землю копать. А у кого-то отыграется, что это в переносном смысле слова, будете что-то искать, ну, вот как обрести хотите. Работа эта тяжелая и потребует больше времени, чем рассчитывали. И также, возможно, копать придется долго, либо вы там решили там, ну, грядочку вскопать, а потом скажете: ну что, этой грядочки мало, надо еще. Либо вы что-то ищете, и вам придется очень много времени потратить на поиски, да, копать глубже, копать больше в разные стороны, чтобы найти. Ну, что есть, то есть. Дальше мне показаны две пары. Одна пара очень счастливая, а другая очень несчастная. Вы в той паре, где счастье есть. Счастье, но ваше счастье, оно вот этой несчастливой паре глаза режет. Одинаково, что и мужчина, что и женщина, да, могут завидовать и могут, ну, даже высказывать, да, вот набраться наглости и высказывать. Мои хорошие, помните, что счастье любит тишину.
То есть, если у вас все хорошо, замечательно, не говорите об этом, не выставляйте свое счастье на показ, потому что люди разные бывают, да, люди могут и сглазить, и опорочить, и опоносить, да, что угодно могут сделать, поэтому не надо. Не надо. У вас все хорошо, ну пусть будет все хорошо, не надо об этом рассказывать. Если кто-то говорит, что у него неприятности в семье, в доме, не надо говорить, что у меня все хорошо. Да, скажите, ну, как обычно, да, как всегда. Вот как-то так скажите, как отмахнитесь. И будет вам действительно счастье в долгой перспективе, и никаких проблем у вас не будет. И еще мне показывают, что в ближайшие 72 часа ваш ангел-хранитель вас от чего-то плохого отведет, либо к плохому не подпустит. Смотрите, вы все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Плохие события тоже могут быть разные. У кого-то ангел не выпустит, у кого-то не подпустит, а у кого-то обведет 10-й дорогой, у третьих вообще там какими-то окольными путями. Но вот мне идет, что ангел-хранитель вмешается и вас защитит. Вы не обижайтесь на то, что события будут выходить из-под контроля, что планы будут меняться. Это все нормально. Просто доверьте своему ангелу-хранителю и знайте, что ваш ангел-хранитель вас в этот момент действительно спасает. Спасает либо от беды, либо от какого-то очень плохого человека. Не подпускает, не подводит, отводит, закрывает. Все это делается вам во благо. Не злитесь, а принимайте с благодарностью. Мои хорошие, от себя я желаю, чтобы у вас только были хорошие события и чтобы плохих вообще у вас не было. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.